Садыр Нургаджаевич, Узбекистанга хош келипсиз. Все вопросы, которые мы с вами договорились, фонд начал работать хорошо, 11 проектов уже профинансировали. Это тоже начало большого пути, и я обещал вам, что как будет освоение, я буду прибавлять на этот фонд деньги. Я при своих обещаниях остаюсь, вы своей команде можете сказать. Региональный Камбарата тоже идет, продвигается. Я своим руководителем, который занимается это, очень серьезно разговариваем. Последние два пункта, это Беговат и Карабагыш, открыли. Знаете, не только ваши радуются, и наши радуются. Очилды, Худага шкур, благословят двух президентов. Так что я еще раз хочу сказать. Сейчас я с премьером Пакистана, а он тоже задал вопрос: Китай, Кыргызстан, Узбекистан, темир yo'li nima bo'ladi? Я говорю, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, темир yo'li — это продолжение Узбекистан, Афганистан, Пакистан. Представьте, когда эти две дороги построят, что будет в Центральной Азии, Южной Азии. Это и Киргизия, и Узбекистан. Мы будем тоже транзитными регионами, мы будем получать какую пользу, потому что я два проекта продвигаю, это проекты века, это будущее наших стран. И самое главное, мы ждем, готовимся очень серьезно к государственным визитам в ваш Узбекистан. Очень хорошая программа. Но знаете, ни одного свободного месяца, ни одного свободной недели, что-то во второй половине у нас не получается. Вот я хочу, чтобы спокойно и вы отдохнули, и я отдохнул. Но не получается никак, понимаете? Завтра вечером, да, не спешим, спокойненько. Так что я думаю, мы будем серьезно готовиться, мы с вами договоримся, не спешим. Яхше, когда погода будет хорошая, насыщенная наша программа будет, мы будем вас... Очень серьезно я готовлюсь. Я хочу тоже, как вы, мой визит был историческим, что у вас визит тоже был второй визит уже насыщенным программой, насыщенным результатом и была историческим визитом. Яна Бармата, Садыр Нургаджаевич, Узбекистанга хош келипсиз. Рахмат, урматтуу Шавкат Миромонович. Экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өлкө башчыларынын 16 саммитинин алкагында меймандос Ташкент шаарында сиз менен кайрадан жүз көрүшүп жатканыма мен кубанычтамын. Эзелтеден Кыргызстан менен Өзбекстан боордош элдер болуп келген. Кыргыздар менен өзбектер ар дайым достук, биримдик, бир туугандык байланыштарды жогору баалап, колдоп келишет. Мындан ары дагы колдоп уланта беришибиз керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасы пикирлеш кошуналар, чыныгы достор жана баарын камтуучу стратегиялык өнөктөштөр. Бул өнөктөштүк бизден үзүлбөшү керек. Уважаемый Шавкат Миромонович, я очень рад очередной встрече с вами в рамках саммита глав государств, членов Организации экономического сотрудничества. Буквально недавно мы встречались в Астане с вами, в Бишкеке, в рамках Совета глав государств СНГ и саммита ОТК. Благодаря вашим усилиям в межгосударственных отношениях среди стран-участниц Содружества и ОТГ создана совершенно новая атмосфера взаимного доверия и конструктивного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям актуальные вопросы, находящиеся в двусторонней повестке кыргызско-узбекского сотрудничества, обстоятельно обсуждается и решается в духе взаимного понимания, доверия и поддержки. В августе текущего года главы наших правительств встретились в Чолпан-Ате и провели 10-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Предметно обсудили вопросы текущего состояния и перспективы расширения двусторонних торгово-экономических отношений. С удовлетворением хотел бы отметить успешно состоявшийся 25-27 сентября 2023 года, как вы отметили, официальный визит Төрага Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики Нурланбека Шакиева в Узбекистан, в рамках которого у него была возможность провести встречу с вами. Отрадно, что между нашими странами, наряду с всеобъемлющим межгосударственным сотрудничеством, также и расширяются межпарламентские отношения, которые поступательно обогащаются новым содержанием. Нашими странами последовательно реализуются
крупные совместные инвестиционные, транспортные и энергетические проекты. Также активно продолжается плодотворная работа по увеличению двустороннего товарооборота, где наблюдается положительная динамика роста. Приоритетным остается доведение объема взаимного товарооборота, как вы отметили, до $2 миллиардов США. Обеспечение значительного расширения экспорта кыргызской продукции в Узбекистан, привлечение инвестиций, промышленная кооперация, создание совместных производств, а также увеличение взаимного туристического потока между нашими странами. Мы заинтересованы в развитии многоплановых взаимоотношений с Узбекистаном, наполнении партнерства и сотрудничества дополнительными проектами и инициативами. Считаю необходимым постоянно дополнять имеющиеся договоренности за счет включения в них новых инвестиционных проектов по мере их детальной проработки. Культурно-гуманитарное сотрудничество же, направленное на сохранение и развитие единого культурного, гуманитарного и научно-образовательного пространства, находится на высоком уровне. Убежден, что успешное проведение Дней культуры Кыргызстана в Узбекистане будет способствовать еще большему сближению наших братских народов, тем более символично, что эти дни будут проходить в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Показательным также является сотрудничество в области образования и киноискусства. Запускается предложенный вами, уважаемый Шавкат Миромонович, новый формат «Диалог поколений», который, я убежден, также станет значимой площадкой для обмена мнений, сохранения духовных и культурных ценностей народов наших стран. Одним словом, у нас имеются все возможности, условия и, главное, взаимное желание для дальнейшего расширения и укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами. И в завершение хочу пожелать вам, уважаемый Шавкат Миромонович, и всему братскому народу Узбекистана здоровья, благополучия и дальнейших больших успехов в претворении в жизнь всех намеченных планов и замыслов на благо вашей Родины. Сөзні Қырғыз Республикасы президентіге беремін. Мархамат, құрметті Садыр Нургаджаевич. Уважаемые главы государств и правительств, уважаемые главы и члены делегаций международных организаций, сердечно рад приветствовать участников 16-го саммита глав государств, членов Организации экономического сотрудничества. Выражаю искреннюю признательность президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Миромоновичу, за традиционное гостеприимство и создание прекрасных условий для сегодняшнего заседания. Наш саммит предоставляет прекрасную возможность подвести основные итоги нашего взаимодействия в рамках Организации экономического сотрудничества за прошедший период и обсудить перспективы взаимовыгодного регионального сотрудничества в данном направлении. Уважаемые коллеги, после нашей предыдущей встречи в данном формате в братском Туркменистане прошло без малого 2 года, и за этот период мы стали свидетелями значительных геополитических изменений, которые напрямую затрагивают пространство Организации экономического сотрудничества. С болью в сердце и глубоким сопереживанием мы наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и гуманитарным кризисом в секторе Газа. Мы призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса. Мы выступаем за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН на основе принципа «два государства». Для нас особую тревогу предоставляет также ситуация в Афганистане. Мы считаем, что международному сообществу
Нельзя оставлять в изоляции Афганистан и афганский народ. Необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана. Важно также всемерно поддержать региональные интеграционные экономические и гуманитарные проекты, которые будут способствовать восстановлению афганской экономики. Уважаемые коллеги, региональная и межрегиональная интеграция на основе общности экономических интересов является ключевым элементом видения будущего. Наши страны объединяют общие исторические и культурные корни, уходящие вглубь веков на всем протяжении Великого Шелкового пути. Организация экономического сотрудничества обладает огромным потенциалом для того, чтобы действительно стать эффективным инструментом интеграции в современных условиях. В этой связи хотел бы выделить наше видение по основным направлениям развития сотрудничества в рамках данного формата. Первое – это торговая сфера. В последние годы наблюдается расширение торгово-экономических отношений и развитие инвестиционного взаимодействия между нашими странами. У показателей экспорта и импорта стран-членов Организации экономического сотрудничества как в рамках взаимной торговли, так и в сотрудничестве с третьими странами наблюдается положительная тенденция. При этом следует признать, что в настоящее время роль нашей организации в системе региональных экономических и хозяйственных связей пока не соответствует имеющемуся реальному потенциалу государств. К сожалению, мы сталкиваемся с такими проблемами, как высокие транспортные издержки, разница в подходах стран-членов по защите своих рынков и производителей, нестабильность мировых финансовых и энергетических рынков, а также с другими факторами, которые негативно влияют на экономическую и социальную стабильность наших стран. В этих условиях мы считаем, что организация может выйти на качественно новый уровень сотрудничества только путем поиска новых подходов в решении указанных задач. Важно направить наши совместные усилия на выявление проблемных вопросов и выработке эффективных механизмов, способствующих решению этих проблем. Мы должны вместе способствовать большей диверсификации взаимных торговых потоков для формирования и продвижения общих экономических интересов. Это все, несомненно, будет содействовать успешному формированию единого геоэкономического пространства с проявлением всех форм экономического сотрудничества и взаимодействия. Второе – это транспорт и логистика. Драйвером экономического роста является развитие регионального, транзитного, транспортного и логистического потенциала. Наш регион вполне может выступить ключевым мостом между севером и югом, западом и востоком. Важно приложить совместные усилия по развитию транспортно-логистических коридоров и мультимодальных перевозок нашего региона с тем, чтобы создать возможности для выхода к морским портам. Мы также придаем особое значение реализации стратегического проекта по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Данный проект в значительной степени повысит торгово-экономические и транзитные возможности нашего региона, связав около 4 миллиардов человек и расширив географию грузоперевозок из Азии через Турцию в Европу, Ближний Восток, Иран, а также страны Персидского залива и Северной Африки. Третье – это обеспечение энергетической безопасности. Расширение географии энергопоставок может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности нашего региона. Правительством Кыргызстана ведется активная работа по развитию зеленой экономики. Создан фонд зеленой энергетики. В Кыргызстане практически вся вырабатываемая энергия является зеленой, поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы запустили реализацию проекта по строительству крупной гидроэлектростанции Камбарата-1
который внесет значительный вклад в укрепление водной и энергетической безопасности в Центральной Азии. Мы также считаем важным активизировать наше взаимодействие и направить общие усилия на скорейшую реализацию субрегионального энергетического проекта КАСА-1000, в том числе с участием Афганистана. Мы предлагаем активно использовать потенциал и возможности нашей организации по развитию возобновляемых источников энергии. В этой связи кыргызская сторона в настоящее время внимательно изучает уставные документы, создаваемых в городе Баку Центра чистой энергии и исследовательского центра Организации экономического сотрудничества. Выражаю надежду, что данные структуры будут работать эффективно и будут вносить ощутимый вклад в наше общее дело продвижения взаимовыгодного сотрудничества на нашем пространстве. И четвертое – это информационно-коммуникационные технологии. Эта сфера в эпоху цифровизации и бурного развития технологий выступает как полноценная экономическая отрасль. Мы уделяем приоритетное внимание на создание сбалансированных условий для развития цифровых технологий в нашей стране. Одним из значимых инициатив Кыргызстана также является создание парка высоких технологий в Кыргызской Республике, который предоставляет собой инновационную зону с наиболее привлекательными преференциями в мире. Мы предлагаем объединить наши возможности и приглашаем IT-компании из стран-членов нашей организации к сотрудничеству и разработке совместных информационных продуктов в парке высоких технологий Кыргызской Республики для их дальнейшего продвижения на мировом рынке. Дорогие друзья, убежден, что итоги сегодняшнего заседания и достигнутые договоренности